Ремонтно-восстановительные работы во второй Сухумской школе, пострадавшие от пожара, начались в июне прошлого года и продолжаются по сей день. Пострадавшая при пожаре кровля и ее конструкции были полностью демонтированы и заменены. Заново положены полы и отштукатурены стены. Кроме того, здесь установлены системы видеонаблюдения и пожаробезопасности. Сметная стоимость всех работ составила более 72 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день профинансировано 68 миллионов. Есть 100% стоимости. Да. Она подразделяется на строймонтаж и оборудование. Вот объем строймонтажа, на сколько процентов у вас выполнен согласно сметной документации и акта выполненных работ? 85%. 85%. Оборудование у вас проплачено, закуплено, находится Все в на Абхазии. объекте. Нет, уже стоит. Уже частично установили, да? То есть мы сможем сейчас убедиться, Да, что да, все в тех стоит. корпусах оборудование, парты, доски, все, что было. Хорошо, тогда прописано. у меня встречный вопрос. Да. Из имеющегося оборудования и инвентаря до пожара, что подлежало замене в рамках нового проекта? Все. То есть практически все. Все. Кристина Узган осмотрела центральный корпус школы, обошла кабинеты первого и второго этажей. На данный момент здесь выполнена основная часть работ. По качеству и приобретенному ранее оборудованию у администрации школы и столичного отдела образования претензий нет, подчеркнула Кристина Узган. Для того, чтобы завершить объект в течение июля месяца и частично августа, вы к нам по этому вопросу обращаться Мы не будем будете. выполненные работы подавать, а там по возможности оплачивать, конечно, это приветствуется. Все в пределах лимита, отведенного по Естественно, данному объекту. естественно, мы о Хочу лимите вам говорим. для информации Да. сказать, в 2008 году, если мне память не изменяет, может быть, немножечко позже, этот объект был построен за счет средств российской финансовой помощи. Его сметная стоимость была 120 миллионов. Абхазская сторона его сдала за 84 миллиона рублей. Фактически мы абсолютно полную реконструкцию объекта в тот период сделали за 84 миллиона. Также Кристина Узган отметила, что правительство ставит задачу закончить здесь все работы к новому учебному году. Начало учебного года вообще считается у нас 20 августа, это вот прием в первые классы. Тем более мы знаете, что в этом году первые классы не принялись, зная, что мы не имели объекта, не знали да? размещения, и поэтому прием мы приостановили до 20 августа. 20 августа детей мы должны принять первый класс. То есть это даже не 1 сентября, а 20 августа. Мы успеваем. Далее Кристина Узган повторно проинспектировала улицу Гумская. Дорога, ведущая в село Каман Сухумского района, восстанавливалась в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Однако работы здесь были приостановлены около 2 лет. Ранее министром экономики на данном объекте было выявлено ненадлежащее качество проведенных работ и нарушение сроков. В связи с этим было принято решение заменить субподрядчика. Протяженность ремонтируемого участка улицы Гумская составляет 15 километров. Сметная стоимость проекта – 110 миллионов рублей. На сегодняшний день дорожно-строительный комбинат приступил к работам. Ориентировочный срок завершения в течение месяца. Значит, поручение такое контролировать на еженедельной основе, информировать о ходе проведения работ. Мы должны объезжать сроки, которые сами называли. Кристина Узган повторно посетила Итхуарчальскую центральную районную больницу. Строительство данного объекта началось в июне 2017 года. В ходе первой инспекции было выявлено, что проект не предусматривает таких необходимых блоков, как здание столовой, морга, прачечной, помещение для размещения рентгеновского аппарата, а также забора. Подрядчикам были подготовлены соответствующие предложения по определению мест дислокации данных сооружений. На данном этапе пока еще не окончательно принято решение только по одному объекту, по столовой. Все остальные решения управленческие, я думаю, будут согласованы нами и переданы подрядчику на уже исполнение. Сметная документация уже подготовлена, будет проходить в ближайшее время экспертизу. Работы на объекте начаты. Сейчас проводятся работы по фасадной части элементов зданий и работы внутри непосредственно помещений. Пока не могу обозначить конкретный срок, потому что документация требует прохождения экспертизы, подтверждения ее стоимости, после чего будут понятны сроки завершения всех работ. Но в любом случае задача поставлена сделать это в максимально сжатые сроки. Функционирование ЦРБ в Тхуарчале крайне необходимо, так как помимо города больница будет обслуживать пациентов из 11 сел района. Сам объект будет состоять из 3 корпусов. Это отделение акушерства и гинекологии, терапии, а также поликлиника. Для нас, для Министерства здравоохранения очень важно, чтобы данный объект
был сдан в установленные сроки. Для того, чтобы пациенты, которые здесь будут проходить лечение, им была оказана квалифицированная помощь в условиях современного стационара, который, безусловно, также будет оборудован и новейшей медицинской техникой, оборудованием, инструментарием. Для того, чтобы оказывать вот на базе Творчельской больницы медицинскую помощь в соответствии с тем объемом, который будет предусмотрен в рамках районной больницы. По итогам поездки вице-премьер поручила руководству управления капитального строительства держать данные объекты на контроле и еженедельно предоставлять отчеты о ходе работ. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.